Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас урок чтения, и тема нашего урока – Владимир Владимирович Маяковский и его стихотворение «Майская песенка». Прежде чем начать новую тему, давайте повторим то, что мы проходили на прошлых уроках. На прошлом уроке вам было задание написать рассказ на тему «Весеннее настроение». Некоторые ученики написали, я отметила их, поставила оценку и рассказывали наизусть по видеозвонку те стихотворения, которые вы не успели сдать во время третьей четверти. Цель нашего урока такова. Вы познакомитесь с творчеством Владимира Владимировича Маяковского и содержанием его стихотворения «Майская песенка». Замечательный поэт Владимир Владимирович Маяковский написал для детей более 20 произведений. Среди них стихотворения, песни, сказка в стихах. Поэт работал и над фильмами для детей. Был сотрудником детских газет журнала «Еж». Поэт учит ребят добру, смелости, упорству. Он учит любить свою страну и гордиться ею. Стихотворение «Майская песенка» посвящено радостному детству. А теперь, ребята, давайте послушаем стихотворение. Мы знаем, что надо читать стихотворение, соблюдая интонацию. В начале предложения начинаем с пониженной интонацией, в конце интонация повышается, да? Где точки, ставим паузу длительные, где запятые – короткие паузы. Послушаем стихотворение. Владимир Владимирович Маяковский. «Майская песенка». Зеленые листики, и нет зимы, идем раздольем чистеньким, и я, и ты, и мы. Весна сушить развесила свое мытье, мы молодо и весело идем, идем, идем. На ситцах, на бумаге, огонь на всем, красные флаги несем, несем, несем. Улица рада, весной умытая, шагаем отрядом, и мы, и ты, и я. Понравилось вам стихотворение? Хорошее весеннее стихотворение, да? Даже всех хочется поздравить с наступлением весны. Поздравляю, ребята, всех с наступлением весны. Вот уже сегодня второй месяц весны. Открыли словари и записываем. 1 апреля, Владимир Владимирович Маяковский, «Майская песенка» и словарная работа. Дома, ребята, выучите стихотворение наизусть, записываем в дневниках, выучите стихотворение «Майская песенка» наизусть и составить предложение с новыми словами. На этом наш урок окончен. До свидания.